Консультации и переговоры в парламенте были скорее формальными. О том, кого выдвинет президентская фракция на пост главы Кабмина, было известно еще задолго до официального объявления. Вакантное место депутаты предложили одному из руководителей администрации президента – Сооронбай Жээнбекову. До этого чиновник был губернатором одной из областей Кыргызстана. Почему на премьерскую должность назначают политика регионального масштаба, депутаты догадываются. Завтра президентские выборы, чтобы не думал этот человек о президентском выборе, амбиции, чтобы не было. Как раз-таки отчасти из-за своего честолюбия пришлось уйти предыдущему премьер-министру Темиру Сариеву, говорит бывший депутат Равшан Жээнбеков. Как человек, который знает Сариева достаточно долго, я могу сказать, что Сариев достаточно амбициозный человек. Мне кажется, Атамбаеву не понравилась его определенная самостоятельность в создании каких-то коммуникаций с Кремлем. И он решил от него поскорее избавиться до 2017 года. Свои пророссийские взгляды Темир Сариев никогда не скрывал. В переговорах по вступлению республики в ЕАЭС в качестве министра чиновник участвовал с самого начала. На посту главы правительства евразийский курс Сариев продолжил. Однако на прошлой неделе его обвинили в лоббировании собственных интересов во время проведения крупного тендера. Президентской партии свою причастность к уходу премьер-министра отрицают. Это внезапная была отставка, вы же знаете. В принципе, никто специально не готовится, чтобы убрать Сариева и вместо этого Сариева выбирать кого-то. Замешан ли теперь уже бывший глава кыргызского правительства в коррупционной схеме, выяснит следствие. Это, кстати, не первый громкий скандал с его участием. После революции в 2010 году Темира Сариева обвинили в распиле $1 миллиона, принадлежавших семье беглого президента Курманбека Бакиева. Жубек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.